В прошлом году после введения изменений в налоговый кодекс в Кыргызстане появилась возможность собирать налоги с иностранных компаний. Они предоставляют электронные услуги в таких сферах, как торговая сеть, доставка товаров, пассажироперевозки и другие. За год в Кыргызстане регистрацию прошли 39 компаний. Из них 6 компаний зарегистрировано в США, по 4 в Дубае, Ирландии, Нидерландах, по 3 в Великобритании, Канаде, Кипре, по 2 в Объединенных Арабских Эмиратах и России, по 1 в Люксембурге, на Каймановых островах, в Латвии, Японии, Эстонии, Армении, Казахстане и Швеции. До введения изменений эти компании не выплачивали налоги. В прошлом году такие крупные иностранные компании, как Яндекс.Коу, Васкиани, Ventures, Exola и Adobe, перечислили в бюджет страны налог на добавленную стоимость на общую сумму более 85 миллионов сомов. Мы опубликовали результаты первого квартала этого года. Мы считаем, что эта цифра существенно изменится, потому что за 3 прошедших месяца достаточное количество компаний дали согласие на регистрацию по уплате налогов. Размер налога на добавленную стоимость составляет 12% от суммы реализованных услуг. Компании предоставляют налоговые отчеты ежеквартально. Чем она удобна, тем эта услуга и администрирование данного вида налогов в категории плательщиков, то, что эти плательщики, они у нас могут зарегистрироваться удаленно, заходят на наш сайт, у нас отдельная прям площадка, отдельная отсылка есть, где они могут обратиться, принимается решение как на регистрацию, принимается решение Государственной налоговой службы о регистрации и уведомляется плательщик, что вы зарегистрированы. Как отмечают налоговики, в странах ЕАЭС налог на добавленную стоимость достигает 20%, а в Кыргызстане 12% ставка создает благоприятные условия как для отечественных, так и для иностранных компаний добросовестно выплачивать налоги. Это, в свою очередь, позволит вывести бизнес из тени. Айгерим Бараканова, Чингиз Рахманов, ЛТР, Бишкек.